Салям алейкум, це програма Мевзу, і сьогодні ми будемо говорити досить про важку тему, про тему війни на Близькому Сході, про палестино-ізраїльський конфлікт. І в цій темі допоможе нам сьогодні розібратися політичний оглядач Ях'я Хорбатле. Салям алейкум. Алейкум салям. Давайте, напевно, почнемо з причин, що передувало нападу Хамас на підконтрольні Ізраїлю території. Чому все ж таки ці солдати, враховуючи те, що сили двох армій досить нерівні, все ж таки наважились на такий крок. Як ви думаєте? Вы, наверное, знакомы с палестинской проблемой. Извините, я по-русски буду говорить. Я бы с удовольствием на украинском бы говорил, но это мой, наверное, недостаток, что я только на русском разговариваю. Но я учусь. Вы знакомы, наверное, с палестинской проблемой, которая уже продолжается с 1948 года. И сектор Газа, как вы знаете, был дохвачен израильской оккупационной властью еще в 1967 году, когда пошли и захватили полностью палестинскую территорию. Ви маєте на увазі ту блокаду, чи все ж таки повний контроль над сектором Газу в ті роки? Полный контроль. До 1967 года сектор Газа находился под, ну, скажем так, властью Египта, так же, как и западный берег реки Иордан под властью Иордании. Вот и в 1967 году израильская оккупационная власть захватила полностью эти территории. Ну а потом, опять же, наверное, знаете, что в 1993 году была достигнута договоренность между Организацией освобождения Палестины во главе Ясера Арафата, покойного уже, и израильской властью, и тогда назывались договоренности в Осло о мире между палестинцами и израильтянами. И на основании этих договоренностей палестинская власть, которая впоследствии так была названа, вместо Организации освобождения Палестины, была названа палестинская власть, которая должна в результате... Палестинская администрация, да? Палестинская администрация, но называют иногда палестинской властью, должна была вернуться и взять под контроль западный берег реки Иордан и сектор Газа, что было и сделано практически, и было договорено чтобы остановить дальнейшее строение израильских поселений. Но, к сожалению, израильские власти не выполняли до конца эти договоренности и продолжали строить свои поселения на территории или вокруг сектора Газа и, опять же, вокруг городов на западном берегу реки Иордан. И эта война, это же не первая и не последняя, я думаю, это продолжалось, то есть продолжается после этих договоренностей в Осло еще с 2008 года. До этого была создана организация Хамас или движение Хамас. Ну, она была больше как политическая партия на тот момент. Была больше как политическая партия. И тогда я секрет маленький открою, что израильские власти закрывали глаза на создание этого движения, чтобы в дальнейшем использовать его как противоположность Организации освобождения Палестины, или же чтобы сделать такой, противопоставлять друг другу. Это же все-таки Хамас, это же исламское движение, а то политическое. И этим хотели, чтобы постоянно были эти разногласия между двумя течениями в Палестине.
Хамас возглавила первую интифаду, если вы помните, знаете, что такое интифада, да? Это же это было в 1987 году, первая интифада. Поэтому израильские власти в конечном итоге приняли решение навести связь с палестинским руководством. И оно пошло, и в 93-м, как я вам говорил, было подписано соглашение о перемирии или мире, как его назвать правильно. Вот. И, значит, пришли к власти хамасовцы или члены Хамаса, когда Только были в секторе Газа, либо на западном берегу и на Иордана западном тоже? берегу реки Иордан. В 2006 году были выборы в Палестине, в которых выиграло большинство мест в парламенте, в палестинском парламенте движение Хамас. Тут такое развитие дел не понравилось, конечно, этому Израилю. И в 2008 году было совершено нападение на уничтожение. Естественно, Хамас за это время создала и внутренние войска, которые принадлежали, естественно, палестинской Сформувало дуже администрации. потужне військове крило, правильно? Нет, это было законно. Это, да, создавали типа, полиция там вот. Ну, естественно, вооружались. А с другой стороны, Хамас вооружался тоже на всякий случай, потому что знают, что израильтяне не всегда выполняют все, о чем договариваются. И еще и в 2010 году было, и в 2014 году, и в 2018 постоянные нападения, или же даже израильские власти пытались все время уничтожать руководство Хамаса, лидеров Хамаса, путем там убийства или взрыва этих машин, их и тому подобное. А сьогодні чому? От 7 жовтня був напад на... Ну, смотрите, вы знаете, что израильскую сектор Газа это 360 квадратных километров. Так, составляет 360 квадратных километров. И вокруг него, вокруг этого сектора Газа не менее 200 квадратных километров должны принадлежать палестинской администрации и палестинцам. Но Израиль сделал из этих 200 квадратных километров буферную зону, потому что их поселения находятся за этой чертой, и эту черту сделали как буферную зону. Кроме того, палестинцам, живущим в секторе Газа, закрыты границы. Они не могут передвигаться и попасть на западный берег реки Иордан. Они очень редко получают, надо еще получить разрешение у израильских властей для того, чтобы пересечь границу, скажем, выехать за пределы. И практически это стало как большой тюрьмой для палестинського народу, який проживає в цьому секторі Газа. Тобто ви хочете сказати, що одна з цілей нападу Хамас була також гуманітарна, правильно? И обязательно, да. И, естественно, к тому еще и Израиль ограничивал ввоз гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Не выезжать, нигде не работать, ограниченные продукты питания, ограниченные и медикаменты. То есть, практически в большой тюрьме. Постоянно, извините, пожалуйста, постоянно предупреждали хамасовцы: уважаемые, мы же договорились с вами, почему вы ограничиваете нам и наши движения, и жизнь в этом участке Палестины.
и предупреждали, что не совершайте такие вылазки в мечеть Аль-Акса. Но мы же не можем постоянно удержать наш народ в покое, что это же народ требует, это же не только мы. Тобто ще був емоційний фактор, правильно? Обязательно, да. Обязательно, да. Чому і як поводилась ізраїльська влада з громадянським населенням Палестини, з арабами Палестини, які там проживали на територіях підконтрольні Ізраїлю або на території західного берегу Йордан? Як ізраїльська влада поводилася з цивільними до цих Как подій? относилась Да. к цивильным? Я же вам рассказал про жителей сектора Газа. Я не тільки про сектор Газу питаю. И про жителей западного берега реки Иордан. Практически то же самое. Ну, не так, как с сектором Просто Газа. я чому це питання задаю, тому що палестинці проживали також і на підконтрольних Ізраїлю територіях. Яка з ними ситуація була? Эти жители, называются жители территории 48 года, то есть под контролем Израиля. У них есть Громадянство. израильское гражданство. Они были более свободны в передвижении и в работе, и практически они еще и участвуют в Кнессете, в израильском парламенте. Есть арабская группа, которые являются членами израильского Кнессета. І яка там ситуація? Чому вони, як вони реагували на ці події? Чи відомо вам? Естественно, все же, не только они, но все арабы понимают, что палестинцы оказались в такой ситуации, что взрыв должен был произойти в любой момент. Вот он и произошел 7 октября прошлого года. Які саме репресії були проти палестинських арабів? Які саме методи боротьби з цивільним населенням були тоді у ізраїльської влади? То, что не устраивало израильтян, они не могли... Це були обшуки, затримання, що це було? В секторе Газы они никак не могли заходить и там кого-то арестовать, поэтому они проводили политику уничтожение лидеров там с этими беспилотными самолетами или же через своих подставных лиц. А якщо казати про цивільних? На западном берегу реки Иордан есть такая договоренность, что могут израильские военные заходить на территорию по договоренности с палестинской администрацией, это, к большому сожалению, и могли арестовать кого хотят и кого подозревают, и посадить в тюрьму без суда и на долгое время. Это политические заключенные считаются или как? Я не знаю, как они их считают, но им предъявляют какие-то... Вы как расцениваете их? Это репрессии. Это абсолютно... Я не могу подобрать другое слово. Это репрессии по отношению к жителям то есть, западного берега реки Йордан. Мені дуже цікава саме ця тема в розрізі українському, і далі ми проговоримо про деяку паралель між кримськими татарами і тими подіями, що були в Палестині. І на вашу думку, реакція України на події 7 жовтня, як ви її оцінюєте? Бо вона дуже неоднозначна. Неоднозначно, да, к сожалению, неоднозначно. И хотя президент Украины и некоторые другие руководители или высокопоставленные люди в Украине повторили признание создания палестинского государства и права палестинцев на самоопределение, но именно к этому моменту отнеслись и назвали бойцов Хамаса террористами.
К сожалению, это так произошло, и мы в свое время или тогда оценили это, то есть сравнили эту ситуацию с ситуацией в Украине, когда началось контрнаступление, чтобы дооккупировать те території, які захватили Як ви вважаєте, чи росіяни. можна порівнювати Україну з Палестиною в цих паралелях тоді, коли конфлікт між Ізраїлем і Палестиною почався ще в 48-му році, і тому Так. передувало дуже різних причин, і там, можливо, там, звісно, є різниця в ситуації, але якщо ми подивимось тільки на територіальні якісь спори, то, звісно, там Палестина окупована, частини територій, так само як і в Україні. Але все ж таки, чи вважаєте ви правильним порівнювати Україну з Палестиною на сьогодні? Ну, а почему бы и нет? Эти же территории, в том числе и Крым, который был захвачен еще в 2014 году, и Запорожскую область, и Херсон, и были еще и в Харьковской области. Вот, и тогда было принято решение, и правильное решение, дооккупировать и сделать все, чтобы выгнать оттуда русского захватчика. Вот. Тогда, хотя, опять же, тут силы не равны, что в Украине и нельзя сравнивать с силой российской. Но, тем не менее, видело наше руководство или украинское руководство правильным, что надо дооккупировать свои территории и имеют на это полное право, в том числе и дооккупировать еще и Крым. Вот. Ну, тогда никто не назвал, и не может никто назвать, что это террористический такой акт против россиян. Кроме россиян. Ну, естественно, да, они считают, что это исконно их территория, хотя это далеко не так. Вот. Но при этом назвали вылазку бойцов Хамаса, чтобы освободить свої території, назвали це терористичним. Я, до речі, зроблю таку невеличку ремарку. Якщо я не помиляюся, організація Хамас не визнана в Україні терористичною. Ні. І до цього ще додам, що Україна за всю історію голосування в ООН лише раз проголосувала на підтримку Ізраїлю. Це ті дані, які я знайшов особисто в інтернеті. І це той раз, саме 7 жовтня, саме з приводу вторгнення Хамас на підконтрольні ізраїльською армією території. Якщо казати навіть про останні, я просто хочу зазначити, що риторика щодо цього конфлікту дуже сильно змінювалася як в Україні, так і в світі. Ми почали бачити деякі порівняння вже від українців, від української еліти між Палестиною та Україною, і, звісно, з боку українського, так скажемо, істеблішменту щодо того, що Ізраїлю миттєво надавали допомогу військову, коли Україні цю допомогу розтягували на декілька місяців. Да. Якщо казати навіть про останнє голосування в ООН, яке було одне з останніх, яке було 12 листопада, в ООН проголосували за оголошення незаконним ізраїльське поселення на окупованих територіях Палестини, включаючи східний Аль-Кудс, в лапках Єрусалим, та окуповані Голландські висоти. За проголосували 145 країн, включаючи Україну. Ну, такое голосование проводилось и не первый раз, и не последний раз будет. Это постоянно признают розширення ізраїльських поселень. Чому відбувається так, що в Україні змінилася риторика? Як ви вважаєте? Ну, понимаете, если подойти к крымско-татарскому вопросу, тогда, когда были репрессии против этого народа, тогда не было СМИ, не было тогда и ни Ютуба, и ни интернета, а мы это читали, и то не в советской литературе, а после развала Советского Союза мы начали читать правду об этом народе. А в этот раз, то есть после 7 октября, после нападения
в кавычках, Хамаса на территорию, опять же, в кавычках, израильскую, конечно, первые моменты, когда израильские СМИ передавали это как террористический акт, и причем говорили, что было вырезано там 40 детей. И Да, об этом кстати, говорили. я хотів об этом теж бистренько, извините, я вас Так. переб'ю. Я хотів спитати саме про те, що були кадри, де, звісно, вони не могли залишити байдужим когось, коли дівчина там була, якщо не помиляюсь, напівгола в причепі якогось транспорту, на ній сидів там молодий хлопець, кричав якісь гасла. Як це можна пояснити? Чому це відбувалося? Чи це правда? Вы понимаете, дело в том, что... Це теж емоційний фактор, чи як? Нет, этого не было. И ну, сейчас в компьютере можно сделать, можно любой ролик, видеоролик сделать и составить любой с любыми этими преступлениями и тому подобное. Ну, я кажу про це відеокадри з саме того фестивалю, про який йшлося мова, і яка була на перших шпальтах всіх ЗМІ, але потім згодом, звісно, ізраїльська армія сказала, що це було їх робота, їх дронів, бо вони думали, що це бойовики Хамас. Правильно. Але все ж таки ці кадри були розповсюджені в соцмережах і в інших ЗМІ, і це, звісно, дуже сильно підірвало авторитет тоді Хамасу. Зараз риторика зовсім інша, і всі забули про ці кадри. І тому, напевно, це теж має місце бути саме в зміні риториці. Ну, смотрите, тоже информация о том, что вырезали 40 детей, о котором об этом случае говорил и президент Соединенных Штатов, что он был шокирован, когда увидел эти кадры. Но через некоторое время он извинился и говорит, что мне подали эти кадры, они оказались неправдивыми. Это говорит о Тобто том... так само можна казати і про ці... Про эти кадры. И я тут хочу добавить, что да, конечно, были какие-то столкновения, использовалось там и оружие, когда, естественно, израильтяне, некоторые солдаты, которые еще не спрятались, оказали сопротивление бойцам Хамас. Но основные жертвы, то есть основное число жертв в этом инциденте были жертвами расстрела ізраїльських самолітів. Ви маєте на увазі саме жертви, які були на цьому фестивалі? На этом фестивале. Да, тогда, когда узнали, это произошло через 3 часа, когда прилетели эти вертолеты израильские, и уже они, естественно, не могли с воздуха разобрать, кто где есть, где израильтяне, где палестинцы, поэтому стали стрелять вслепую. И были жертвы, і большое число жертв серед ізраїльтян. Ви казали про те, що передумовами цього нападу були гуманітарні потреби, гуманітарні цілі, і, звісно, дуже велику роль зіграв емоційний фактор. Цей емоційний фактор спрацював таким чином, я думаю, через репресії, через утиски, через розстріли на Аль-Аксі і тому подібне. Зараз, на сьогоднішній день, подібна ситуація з кримськими татарами, з кримськими мусульманами в Криму. Тобто репресії, обшуки, більше 200 політв'язнів, в перші роки вбивства, зникнення, які продовжуються, в принципі, і до сьогодні. І Крим досить ізольований як інформаційно, так і комунікаційно. Чи можна проводити паралель між палестинцями, які жили під ізраїльською адміністрацією, які жили під репресіями, утисками і продовжують жити, і кримськими татарами, які зараз під окупацією, які переживають подібні речі, на вашу думку? Чи можна це порівнювати? Относительно. Все-таки
не повторяют, русские не повторяют ту ошибку, которую сделали в 1944 году, когда депортировали практически всех. Ну, тоді була радянська влада, тоді було інша держава. Сьогодні ми кажемо про Росію. Про Россию, Да. хорошо. Но такие, которые и среди татарского народа в Крыму есть люди, которые не занимаются политикой, к этим не имеют претензий советские, то есть российские власти там. Забирают и сажают в тюрьму только политических, наверное, деятелей и тех, которые недовольны. Я тут з вами не згоден. Чому? Тому що на сьогоднішній день, якщо ми побачимо політику в Криму щодо кримськотатарського народу, то є утиски щодо мови кримськотатарської, тобто кримськотатарська мова не використовується так, як потрібно кримським Ну, татарам. це методи Совєтського Союзу. Так. Потім, якщо казати про, наприклад, свята або пам'ятні дні, 18 травня відзначати, тобто День депортації, заборонили, пам'ять заборонили, культуру утискають. І на сьогоднішній день, наприклад, ми маємо такі прецеденти, коли забирають в тюрми людину, дівчинку забрали, вона не займалася політикою. Вона їхала в Крим до свого хворого батька, Лінія Умєрова. Дівчинка дуже молода, трохи більше 20 років. І вона зараз сидить в Лефортовському СІЗО в Москві. Це СІЗО, де сидять дуже видатні, так скажемо, злочинці, дуже небезпечні злочинці. Це дуже відоме СІЗО. І цю дівчинку відправили туди, її там утримують зараз. Тобто шукати логіку в методах російської влади, що ти, якщо не будеш займатися політикою, тебе не будуть чіпати, ні. На сьогоднішній день більше 200 політичних в'язнів, з них більша частина кримські татари, вони не всі політики. И, тобто, як тут бути? К сожалению, мы немножко отделены от того, что происходит в Крыму. Мы, естественно, и российские СМИ об этом, или об отрицательных деяниях российской власти. Так, але враховуючи ці фактори, які я вам розказав, враховуючи ці фактори і ці події, про які розказали ви в Палестині, чи можна проводити, чи можна порівнювати ці два випадки? Вот как вы рассказали, это тоже практически то же самое, что происходит и в Палестине. То, что происходит в Крыму с татарским народом, происходит и в Палестине. Да, репрессии. Но вдобавок в Палестине стремятся израильские власти абсолютно депортировать и силой, и репрессиями, и давлением, вообще депортировать палестинцев оттуда, чтобы в їхніх священних Росія це робить більше гібридно, не так відкрито. Поэтому я и сказал относительно. Но тут явно видно в Израиле, то есть в Палестине это происходит целенаправленно. И даже, смотрите, есть некоторые владельцы домов в самом Иерусалиме, которым предлагали очень большие суммы денег, чтобы оставить свой дом, и даже говорили, в любую страну, куда хочешь, мы тебя можем устроить. Там, скажем, за дом, который может стоить $1 миллион, они предлагают и 25, и 30 миллионов долларов. Но палестинцы на это не идут. Значит, пытаются разными способами, и это целенаправленно, освободить території Палестини. Тобто йде заселення громадянами Ізраїля палестинських територій.
иногда приходят в любой дом и Тобто сьогодні ми можемо бачити в Криму те ж саме, то наприклад. же самое в Крыму происходит. Тобто Ну, громадян я Росії это- завозять в Крим сотнями тисяч. Ну, я уже говорил о том, что то есть израильские поселения расширяются. То есть на тех территориях, на тех землях, которые принадлежат палестинцам, забирают, конфискуют израильтяне или израильская власть и говорит, что это, скажем, место Було завічено в святих писаннях. или так, или же, скажем, должна быть эта земля в целях безопасности, забирают эти земли. Ваш висновок все ж таки щодо цього питання. Крим і Палестина. Наскільки вони схожі? Очень схожи, очень похожи. Вот после того, как я услышал от вас, и это самое, после того, как я читаю, и иногда просачивает в СМИ такие новости о том, что происходит в Крыму, практически одинаковая ситуация. И так же, как палестинцы имеют право на освобождение своих территорий, то же самое и крымские татари имеют полное право на освобождение своїх територій. На сьогоднішній день ми маємо дуже таку нечітку позицію України щодо цього конфлікту. Як ви вважаєте, це позиція суто президента, чи це позиція українців загалом? Нет, я ощутил среди украинского населения симпатию к палестинцам. Но потому что многие пооткрывали источники, и очень много людей в Украине стало знакомиться с истоками палестинской истории. Вот. И поэтому в последнее время, то есть это надо было время подождать, где-то 1,5 месяца, когда уже риторика изменилась и среди украинского населения. Очень многие сейчас симпатизируют палестинцам. И после того, то есть это на фоне того, что мы видим и что передают даже украинские СМИ, даже в украинских СМИ и на официальном телевидении 1+1, скажем, или там, как называется, марафон, стали показывать, что делают израильтяне, как бомбят и как репрессируют палестинцев, даже которые имеют израильское гражданство. То есть действительно много изменилось, и когда спрашивают, вы откуда, если я скажу палестинец, то начинают спрашивать, что и как, то есть интересоваться этой проблемой, палестинской проблемой. Так что изменения среди палестинцев, то есть среди украинцев положительное изменение в сторону палестинцев уже происходит, потому что это не мы рассказываем, это СМИ, это и наше телевидение опять стало действительно видеть правду в том, що происходит в Палестині. Ми дуже сподіваємося на перемогу, і так само я бажаю, щоб і на вашій батьківщині, і питання між цими двома державами все ж таки нарешті вирішилося, бо вже скоро буде 1 вік, як цей конфлікт продовжується, через буквально там 25 років. Да? Тому я думаю, що все ж таки ми можемо сподіватися на вирішення цього конфлікту, і на сьогоднішній день сектор Гази вже трохи, але менше під ударами. Я бы не сказал. Продолжается, несмотря на то, что была подана Южноафриканская республика, подала иск в Международный суд и назначил этот суд кое-какие условия для прекращения огня, но Израиль все это отвергает и продолжает то же самое.
Вже дуже мало часу залишається, маємо закінчувати. І до вас питання, що ви хотіли сказати наостанок? Я, естественно, считаю себя, для меня Украина – это вторая родина. Я большую часть своей жизни проводил в Украине, жил в Украине, я являюсь гражданином Украины. Естественно, у меня и дети, и внуки уже есть украинцы. Вот. И Украина переживает с 2014 года практически то же самое, что переживает палестинский народ. И так как мы считаем, и не только потому, что мы считаем себя украинцами, потому что мы видим, где правда. Украинский народ, Украинская республика, украинское государство имеет полное право на самостоятельность, на независимость и освобождение территорий, которые были захвачены российской армией. Я желаю мира всему украинскому народу. Желаем победы. Обязательно Украина обязательно победит, потому что она ведет эту войну на справедливость, на самостоятельность, на независимость. Желаем победы, обязательно победы украинскому народу, и обязательно это будет. Дуже вам дякую, що долучилися і допомогли розібратися в цьому питанні. Ми вже завершимо нашу програму, а вас закликаю підписуватися, ставити лайки і писати коментарі і ваші думки.